다 드리니 미규도 지기 다 남다르 리제메게 나로네다 И 리제 сегодня 이슈저고바다 리제 순주바다 쉬아도 심베레 я расскажу о 29 и 30 благих деяниях из биографии 다디 его стишества 8 미규도 Кармапы «Благие 지기 деяния». 다 남다르 리제메 텐제 Ну, 루부 Я 상계베도 также буду 리제샤 использовать комментарий к смыслу этих автобиографических стихов, 다 написанный 데라 자지 Санге 디기 Палдрубом. 바로다 다 사브제다 자지 슈비나 Я буду использовать смысловую структуру 가레도 этого 슈미나 다 комментария. 디네 И сегодня буду говорить о 29 и 30 четверостишии из этого сочинения. 다 기부 침벽이 다 기부 침진 총송 나노 기부 침벽이 И из 또 трех типов 로샤리아 личности 기부 мы 침벽 говорим 나노 통역도 о 더 주itel이야 아니 пути великой личности. Здесь 삼바저르 у нас 티케지 три раздела: 조와샤지 намерение, 세니 пробуждение 도주 бодхичитты, 다 действие, 글랍제라 медитация на 룹즈 двух видах 샤샤다 бодхичитты. 룹스미에 И третий раздел, как он 다 드리 обучался обетам двух 나로네 видов бодхичитты. 다 Из этих трех разделов мы 헨제 говорим о 숨바 третьем. 대다가 라발라 룹즈 샤디 야 투예베 Это третий раздел, как он обучался 다 обетам 대다가 двух видов 라발라 룹즈 бодхичитты. 텔라야 나세 Здесь у 이야와 нас 7 뮤르지 подразделов. 다 디 Из 나로네 этих 7 거진 подразделов 투를 럽지 다 мы 거진 투를 럽지 обсудили с вами 콜바 уже первый 럽지 다 раздел, как он 버쳐지지 практиковал 6 에너 совершенств, 숨바 второй раздел, 벼세다 как он 디 주주다 тренировался в 럽지 샤디 상바 очищении 주시브레 своего собственного ума, и третий раздел, 다다 как он 헨제 практиковал 슈바 путь всех бодхисаттв. 유규도 Теперь мы 디 переходим к 주주 четвертому разделу, 샤디야 как он действовал 어 в соответствии со 투예 временем 도스레 и местом. 다 유리도 dimbi 주주 샤디다 저시디 Этот раздел, 바로샤사나 как он действовал 저시디 в 다디 соответствии со временем и местом, 저시디 닝메기시 объясняется в 상계 때마로 29 стихе. 윤주번요 Во время 윤주 упадка мало тех, 유남자 кто 때는 служит учению Будды, а те, 수신수 кому 내봐라 служат, сами не вошли в учение 닝 должным 파르 образом. 링규 Видя это, я 지기세 еще сильнее, я старался 리안다 обуздать 리제 себя. 잉염 Это 기시 также я считаю одним из 다디 своих благих деяний. 랍제르 룹즈 나버 뒤에베 나로네 Таким образом, 헨제 как я уже 슈베츠 говорил, из 7 다 리제 разделов, 순주 из 7 소소미에베 подразделов 나로네 мы 리제 сейчас 저거버체 рассматриваем четвертый раздел, и он содержится в 29 стихе, четверостишии. 다 리진이 저거바 뒤에다가 И это 미규도지 29 덤보나야 благое 슈게베기 деяние 미규도지 남달라베 치사죠. 다 델라 자지 슈비다 델라 объясняется в 자샤르다 комментарии, который называется «Наставление Микё Дорджи по 다 обучению истории 디나로 다 освобождения». 미규도지 랍 Это сочинение, 남달라베 которое 치사지 미규도지 присутствует в 토라마기 сочинении 제샤르디 сочинений 샤르고레 самого Кармапы, и Микё 다 Дорджи является 디나로나 автором этого сочинения. 미규도지리아 라마르 지인체 계획 신년도 И 덴드웨 те, кто 옌도 воспринимал 디리나 Микё 아니 Дорджи как 통도 своего 남다 учителя, как своего 미드리디 благого 예스 наставника, 디리디 캬란스에게 для них он 아니 дал объяснение, он дал 남다르 наставление 리든 о 디디디게서 о 람나야로 своей 예사 истории 다 되지기 освобождения или о своей 아마 собственной биографии. 남데나 샤베서로 남다르 Он дал 담바 эти 디리디 다 наставления, чтобы они 되지기 могли изучать 충수여리브레 деяния своего собственного 디나로라 учителя. 다 И 가르쳐라샤나 в этом 다저다게 сочинении, в 나머상게 этой 바로 работе Микё Дорджи 땜발라야 미슈 говорится, что для множества тех, кто, 나머상게 как 바로 кажется, еще не 짜와니 вошел в 마잉게 учение Махаяна, 다나신 кто не 띠버 является 신경이 последователем 땜발라야 Махаяны, кто 미슈바 не является 띠버 последователем 신경이 учения Будды, 쉐지 냠내친게 마잉바 а также кто не является последователем и 다 практикующим 디즈윈 учение Великой 나로리냐 Колесницы. 다 파닥설 쓰고다 더 좋다 파닥설 쓰고다 И в данном 코랑네시네 случае 띠버 главным 신경 образом мы 쉐 говорим о 냠내치기 том, 위해라네 что какими 나머상게 людьми 쉐 냠내치기 со 위해 стороны 샤디 кажутся 나주 эти люди. Мы не 한마오체 знаем, 그봐 나 являлись ли они 파닥설이야 последователями учения Махаяна или 콜라베이에서 нет, 디럽지기 однако 매버체 при взгляде со 띠버 신경 стороны 위해서 казалось, 디럽지기 что эти 매어 люди не являлись 딘디지 последователями 이내야 учения 텔라 Будды, а также не 덴디 являлись теми, 차와 кто 타이버 주베기 практикует учение 덴디도 Махаяны. 차사인데야 Для таких 야시 людей существует множество, 이내야 бесконечное 다데 множество 나라서 вещей, 지단 которые 미르지기 необходимо сделать ради 미시 주유도 учения. 뭐 주버렸어 지단 미르지기 Но это то, что 다들이지기 мы не можем 가지고 видеть сами. 파다스야 Простые 나버 люди 뭐인게 не 티버 могут увидеть 침비기 это непосредственно 냠내친게 напрямую. 마잉베기 이내야 Однако, 텔라코 рассматривая 남베기 их 쉐 냠내체딩게 действия, 헬레스야기 нам 마베기 могло показаться, 슈 что они не 이쉐기 являются 마네베 последователями 얼마큼 учения Будды и 크레체딩 Махаяны. 티버 침비기 Однако на 슈 самом 얼마큼 деле 냠내체딩이 같은데 용스들이 вполне 이내야 возможно, 다데 что эти 아주 люди 지단 являлись 미치 искренними 다들이지 последователями учения Будды 파 и 고토야 돼 практикующими 왜라고 해야지 Махаяну. Однако такие вещи крайне сложно понять. 드레인도 다 땜바 지봉을 어디 По 가르쳐야 этой 되고 알았잖아 причине 다 대준 땜바 здесь 지기 대 говорится,
О тех, кто хранят учение, очень трудно их судить. Мы можем сделать только предположение об их деятельности, но не можем видеть напрямую их действия и намерения. И здесь для множества тех, кто кажется, что он не вошел в Махаяну, есть множество вещей, которые необходимо совершить. И для того, чтобы человек воспринимался как некто, занимающийся практикой Махаяна, он должен принять прибежище в трех драгоценностях и следовать учению Будды. Он должен сказать, что он следует учению Махаяны. И существует два вида наставников. Наставники, которые кажутся наставниками. Когда мы смотрим на них, кажется, что будто бы они являются держателями учения, но на самом деле это не так. И существуют те, кто в самом деле не только кажется, но и в самом деле является хранителем учений. И из этих двух категорий учителей, среди настоящих учителей, а также тех, кто только кажется таковыми, будь то монахи или не монахи, нам, так как мы не обладаем ясновидением, нам придется считать обе категории держателями учения Махаяна. И поэтому нам придется считать обе категории фундаментом или основой учения Будды. Нам придется, мы вынуждены будем считать их членами Сангхи. И относительно тех, кто является настоящими хранителями учения, конечно же, мы должны проявлять непочтение. Однако те, кто лишь кажется хранителем учения, хотя они и не могут совершать истинные действия ради блага учения, тем не менее, так как они хранят внешние признаки хранителя учения, мы вынуждены будем проявлять почтение по отношению к ним также. И, конечно же, это говорит о сложном положении учения. Тем не менее, будь то с точки зрения поведения, если мы говорим о практике ваджаяны, то необходимо следовать всем традиционным правилам для того, даже как класть в ваджу и колокольчик. Это может быть и согласно традиции Кагью, и традиции Сакья и так далее. И в каждой традиции в тибетской школе буддизма были различные шапки. Они могли различаться по форме и цвету. И они надевались по-разному. И точно так же, говоря о Винае, были разные традиции Винае, которые несколько различались. Была верхняя традиция Винае, нижняя традиция Винае. И в этих традициях даже то, как монахи надевают свое нижнее одеяние, свои нижние юбки, выглядит по-разному. И, конечно же, есть такие различия между различными школами тибетского буддизма. Однако же на самом деле мы все последователи тибетского буддизма являются последователями учения Будды, хотя есть небольшие различия. Однако, опираясь на эти небольшие различия, мы не можем сказать, что мы являемся совершенно разными вещами, совершенно разными последователями учения Будды. Это большая ошибка. В Тибете существует много течений учения Будды, но с точки зрения смысла они не различаются. И, например, если мы возьмем Кагью, даже в самой школе Кагью существует много небольших различий между различными школами Кагью. Мы не можем говорить, что мы совершенно не связаны с друг другом или являемся совершенно разными лишь из-за этих небольших различий. И существуют и многие другие школы учения Будды, и у каждого из них есть особые качества. Однако могущественные бодхисаттвы, которые обладают великим состраданием, они видят эти различные традиции
Но они понимают, каким образом они могут увеличить заслуги и распространять и усиливать эти традиции учения. И они прикладывают к этому множество усилий, так как в этих школах присутствует различное воззрение, практика, медитация. И даже способ носить различные шляпы. Они понимают, что эти учения приносят пользу живым существам согласно их наклонностям и способностям. Например, некоторые из учителей носят нимапинские шапки, и им это нравится. Другим же нравятся кагюпинские шапки, такие как шапка гампопы и так далее. Однако же есть и те, кому эти шапки, например, кагюпинская шапка гампопа может не понравиться, и не надо ни в коем случае заставлять их носить эти шапки или делать так, чтобы они им понравились. В этом нет никакого смысла. И, например, однажды во время Кагюман Лама, когда мы занимались практикой Виная, мы находились в монастыре Гюто. И в то время присутствовал мой великий учитель Кябджи Дурджичан, великий Ваджадара Тенгаримбути. И тогда собрались очень многие представители различных монастырей Камсан Кагью. И во время Монлама стал вопрос, какие шапки мы должны носить. И тогда я говорил, что необходимо носить шапку, которая называется цеша. Это такая желтая шапка. Я говорил о том, что было бы хорошо, если бы во время Монлама мы носили эту шапку, потому что предыдущие воплощения Кармапы, 7, 8, 9, во время большого Монлама в Гаре Кармапы, в лагере Кармапа, они носили такую шапку. И существует самый ранний текст, который был написан относительно ношения этой шапки, который был написан 4-м Шамаром Чурагище. Мне кажется, что это самый ранний труд, описывающий эту шапку. Я не встречал более ранних трудов. И также в традиции Гелука используется эта традиция, это объяснение ношения желтых шляп, и, по всей видимости, они используют цитату из труда 4-го Кармапы, Шамара, 4-го Шамара. И в традицию учения Виная в Тибете, когда это учение было восстановлено после того, как оно пришло в упадок, говорили о том, что было бы хорошо, если бы монахи носили эту шапку цеша, которая имеет желтый цвет. И когда я говорил об этом, никто не ответил мне сразу же, однако вечером некоторые из старшего поколения, из старших монахов пришли ко мне, и они говорили, что эту желтую шапку, наверное, не стоит носить, потому что у нас есть другая шапка традиции Камсан Кагью. Она является необычайной для нашей традиции. И, наверное, будет не очень приемлемо носить эту желтую шапку. И когда они говорили о желтых шапках, они, видимо, сразу думали о традиции Гелук. И у нас в самом деле есть такая предрасположенность из-за привычки. И, по всей видимости, для некоторых из них это было неудобно, и поэтому некоторые из старших монахов пришли ко мне и попросили, чтобы я не настаивал на том, чтобы мы носили эти желтые остроконечные шапки во время Монлама. И я рассказал им о тех доводах, я привел доводы из 4-го, я привел им разные доводы о том, почему было бы это хорошо, и затем, тогда я еще не видел этого текста 4-го Шамара, но затем я нашел этот текст, я видел этот текст 6-го Шамара, который объясняет ношение этой шапки, и я с большой смелостью и уверенностью рассказал им об этом сочинении.
Однако мне не удалось их убедить. И в различных школах существуют различные шапки, и эти шапки кому-то могут нравиться, а кому-то могут не нравиться. И поэтому очень важно придерживаться непредвзятого отношения. Если мы придерживаемся такого непредвзятого отношения, то тогда мы можем совершать великие деяния на благо учения Будды. Это будут особые деяния. Они принесут особую пользу. Точно так же монахи, члены санки различных традиций должны стараться жить согласно Винаю, согласно монашеским правилам. И таким образом они накапливают заслуги, которые превосходят даже заслуги, возникающие из подношения Будде. Почему это так? Потому что из трех драгоценностей санка является наивысшим полем для накопления заслуг. Из трех драгоценностей драгоценность санки является наилучшим полем для совершения подношений. Если мы совершаем подношение санки, то те заслуги, которые мы накоплим, мы обретаем заслуги как от подношения, так и заслуги от приятия этих подношений. Если мы совершаем подношение только Будде, то мы получаем от этого заслуги только от подношения. Мы не получаем заслуги, возникающие из принятия этих подношений. Также если мы создаем условия для добродетельного проживания санки, то тогда те, кто хранят учение Будды, их количество будет увеличиваться, и вследствие этого учение будет долго пребывать в этом мире. И более того, линия преемственности самого Будды будет присутствовать в этом мире. И тогда те последователи или та линия преемственности, идущая от самого Будды, так сказать, его семья, те, кто поддерживают учение, распространяет и хранит это учение Будды, оно будет распространяться, и поэтому это будет великое добродетельное действие. И если мы желаем того, чтобы учение Будды пребывало в этом мире в течение долгого времени, также для того, чтобы это святое учение продолжало не только пребывать, но и процветать, если мы имеем такие чаяния, нам необходимо совершать подношение членам санки. Совершая подношение членам санки, как я уже говорил прежде, это драгоценность санки, с одной стороны, она в самом деле представляет тех, кто хранит само учение. Но даже те, кто кажется хранителями учения, те, кто делает вид, но на деле не являются хранителями учения Будды, тем не менее, даже этих людей необходимо считать чем-то важным. И об этом я буду говорить позднее. И здесь сам Кармапа Микедурджи говорит об этом в сочинении, о котором я говорил выше, наставление Микедурджи по обучению истории освобождения. И если здесь привести слова из комментария Санге Палджуба о значении этого сочинения «Благие деяния», сейчас, в наше время, когда распространяется или усиливаются 5 упадков: упадок времени, продолжительности жизни, воззрений живых существ и упадок омрачений, они становятся все более и более сильными. И в комментарии в Вималамитре к Виная сутрам они называются 5 загрязнениями. По всей видимости, было 2 различных перевода с санскрита на тибетский язык, и будь то упадок или загрязнение, они несут в себе эти слова, эти термины несут тот же самый смысл. Это время, когда учение находится в трудном положении, когда оно приходит в упадок. И объясненное учение Будды — это 3 корзины. Постигнутое учение Будды — это 3 высших обучения. И поэтому те, кто поддерживает учение святых писаний 3 корзин, а также реализации, кто практикует в своем уме 3 высших обучения, могут быть и мирянами, и пхикшу.
Мы говорим 침배 о 초안에 четырехчленной Санхе Будды, о 뱀감이 четырехчленном окружении 가서 Будды. 개념 파마니 럽중기 초안에 Это 개념 파마니 유예되었다 되지. миряне, хранящие мирские 다 обеты мужского и 디조당 женского 가나신 пола, и 우저게 монахи, 땡 хранящие обеты мужского и 다 женского пола. Это монахи и 산디 монахини, 우저당 아니 최대한당 화강로서 упасаки и упасики. 디줄이야 문에 И 챘리나 다 미상매기 지 유개발지 그다 담지에 они могут 개첨 быть теми, 짜첨부 кто 임바르지 통고야르지다 хранит 통 учение, и они могут 그거밖에 быть 개첨부를 차리는 объектами 이나야 почитания 말 последователей. 미규도지 시에슈비급 Однако во времена 디줄이야다 나바도 Кармапы, 다제 뒤져도 Микёдорджи, 샤샤비냐 а в 다 особенности в 망고지 нынешнее время, 디조 개첨부 임바 짜첨부 임바 통고야 многие не считают такие вещи важными. 나바도 까마부 미규도지 В 시에슈비기 особенности, когда 또다 был жив 우저게 땡다 긴딩기 Кармапа Микёдорджи, 개첨소리야 существовали 대바당 изображения 디바 3 매베 띵도 драгоценностей и храмы. 던딘데 플라간디즈를 Однако же 바보시다마 yap체 플라간디즈 э, 고도지 правители, чиновники и простые 에네 люди не 긴딩기 считали 개비줄라야 긴딩기 эти 개비줄 изображения 3 다 драгоценностей и храмы 긴딩기 хорошими объектами 층 머주르시 подношения. 좋아 Они не только не имели 에 интереса к ним, они позволяли храмам и 대소로지 статуям ветшать, они заставляли монахов 참산지 нарушать дисциплину, 마을 구야한다고 и 다 иногда 다 они 근데 망고용도 заставляли всех тех, 대바가마 кто 뜻이 имеет 세르마체 внешность 아니요 монахов, вынуждали 세르마체사 пахать, 자비지 возделывать, а также 나바자고도 그냥 쇼시게 становиться 자바자마자 солдатами для того, чтобы 근데요 принимать 이게 участие 니지 중요하래 в военных действиях и 다는 так 신기 далее. 따지 Точно 징회 так же 제주야 안다고 они 마게 заставляли их 따지 강에 обрабатывать 제주야 알아 поля, 근데 возводить 양 дома и 긴뉴마디솔레베 заниматься 내가 другими 띵세 봐 действиями. 오늘 전에 제가 고소지 최냠네 제네 그게 И 최냠네 제주고 알아때 최냠네 제마주부세 хотя на самом деле 아니 신내를 구야로 монахам 마을 необходимо 구야로 создавать 캄바야 условия для 내가 изучения 구야로 дхармы, вместо 까마니 этого 시리요 они заставляли монахов 다데 совершать 듀세 различные 디졸 мирские действия, 도스티 такие как 냠바로 도스토스 обработка полей, 대여스 возведение 냠바 대여 домов, 인두산에 служба в армии и так 다도 далее. 디두산에 И в 초월도부 качестве 인두산에 жалования 냠바로 им 도스 давали 땡게 лишь 주나 ничтожную плату. И ради этого ничтожного 다데네 냠바 жалования, 땡게 디즈기 모스통야 그 체도 для того, 아니 가르 чтобы 제고 те, 주네 кто давал им эту плату, 다 쟁개는 이제 망용디가 소르 당고 주나 당세 они вынуждены были исполнять эти действия, порой даже ценой собственной жизни. И когда эти благодетели, а также правители воспринимали их, принимали их как монахов, они давали им большие дары. И из-за этих больших наград, они думали только о том, как поддержать свое тело и ум в этой жизни. А те, чьи мысли на самом деле обращены к слушанию, обучению и практике учения, встречаются реже, чем звезды в дневное время. И поэтому очень важно сохранять старые монастыри, старые центры обучения, и, если возможно, строить новые. И в то время правители, а также благодетели, а также чиновники, они совершали подношения монастырям в виде земли, подношений и прочего. Но затем правители, следующие за ними, они отнимали то, что было сохранено для молитв, средства для спонсирования ежегодных путч и прочего, и деньги, которые должны были быть распределены среди санхи, и наслаждались такими вещами, как домохозяева. Они разрушали храмы, монастыри, использовали хорошие строительные материалы, такие как камни и древесина для своих собственных домов и построек. Я не буду вдаваться в подробности этих объяснений, тем не менее, некоторые из этих людей совершали такие действия, и поэтому нам необходимо, исходя из непредвзятого отношения, стараться
следовать учению 다 Будды и 디나레 сохранять его. 달레 신지기 베 사바 귤라 덴세네 전주기 셈 공겐데다 파지 다 И 점불링게 таким 베 образом мы находимся сейчас в такой 뽀아게르 ситуации, когда 시비네 почти невозможно 예야 найти людей, 메베게 способных 쳐서 оставаться 다 딘지기 беспристрастными 베 даже в мирских делах. 부주도 부르지 Те, кто правильно усвоил учение, 숭교하레스 다 встречаются 그렇게 редко. 비싸네 Таким образом, люди с 미유도지도 도와이 добродетельным умом 숭이서래 более редки, чем золото. В частности, даже если мы обратим свои 디균산라 때네 아니 미유도지 ноги 공베 в 다 железо и обойдем земной шар, 데레 상기 템바디 мы вряд ли 이 найдем людей, которые держат в уме 냥샤 намерение заботиться о других 지금 больше, 안에 чем о себе, и 지들레서 делают 강기 все, 차네냐 что 까라카우지 они 차네 делают на 버티 благо живых существ. 첸션에 딘데게 냥바 И в практике 라수 непревзойденной ваджаяны 제아게 все, что 닝도 проявляется, есть 세란자도 чистота мандал 안에베 стадии 투게 порождения и завершения. 케바르진 И необходимо не забывать об этом. Однако 투지 же люди 케바르진 예베 забывают 틴지레스 об этом, боятся даже этой 다데레베 естественной 투게 чистоты. 케바르지 예베 톱 텔라 덴체네 안에는 유지 뒤주 촐라 당한세 봐 레로 И 던놈이다 поэтому нам 딘데와 뒤주 необходимо 촐라 стараться 당한세 зародить 딘데샤 так 딘데 себе такое 자원이는 особое 말았어 устремление и не тратить 가지기베베 времени 땜바다 попусту, 숨기는 달래바 не отвлекаться от 상계 практики 첨부시 учения, 무의 첨부 딘디질이야 проявлять великое 댄세네 почтение к 에네 хранителям учения, а также 가지네야 проявлять 지 любовь и 땜바다 줘야 сострадание 돼 по отношению к 달래야 живым существам. Необходимо 에네 совершать все возможное ради 가지다 блага живых существ и 베제시다 учения. 응겨레스 다 И 딘더베 его 땜바다 свидетельство 줘야 되는 Кармапа 베제 поступал именно 다 таким образом. 디나네 갸다 땜바다 줘야 되는 자 특히 약속지 가르쳐 И самым 되어서 лучшим методом 지 для того, чтобы 소소 совершать такие 렌이기 действия, 지 상계의 최선한라도 담배 최디 수신도 배 это 냠설해야지 практика учения Будды, практика 소소 учения 렌이기 Махаяны. 아니 담배 최 Если мы 수신도 сами 냠설 можем практиковать учение Будды 레네 아니 지 가수 소소기 죄람기 соответствующим 상으로 티버송게 образом, 추주의 팀버를 충분히나 то тогда все наши действия 나 티버송게 추주의 будут 팀버치래 совершаться 아니 согласно 디기 трем 미균쇼 탐제 봐 방니 колесницам, и тогда 아니 мы сможем 미균쇼기 방자 탐제 избавиться 봐 от их 방체네 противоположности, от 아니 противоположности благих 슈부이나 действий, от всего 디기 того, что 더블 необходимо 때네 отринуть, 지당다 и 미 опираясь на силу таких 미망고치 действий. 정신기 그다음 미기도 지금 제바다 남자 드리지에 인두산 디기 베제서 Люди будут 러체네 привлечены к нам, 야 и таким образом люди были привлечены к Кармапе, так как он совершал свои действия верным образом, согласно учению Будды. И, например, сам Будда Шакьямуни говорил следующим образом. Мои ученики, если будете правильно тренироваться, то во времена голода в будущем, даже если у вас не будет клочка земли размером с ноготь, у вас не будет недостатка в провизии. Даже если все поля будут испорчены, и даже не будет земли, пригодной для пахоты размером с ноготь, все равно у вас не будет недостатка в провизии. Не будет такой ситуации, когда у вас не будет пищи и одежды, чтобы носить. И хотя люди, может быть, не смогут обеспечить членов Санхи всем необходимым, якши и местные божества и другие существа будут обеспечивать их всем необходимым. Они будут давать им пищу, одежду и все необходимое. Если мы занимаемся практикой правильным образом, то тогда не будет опасности голодной смерти, и также не будет опасности остаться нагим из-за недостатка одежды. И поэтому, если мы практикуем учение правильно, то тогда нам нет необходимости испытывать какие-то страхи или сомнения, или надежды. И на этом заканчивается объяснение 29 стиха, и мы переходим теперь к объяснению 30 стиха, 30 благого деяния 8 Кармапы. Здесь, в этом разделе, если сказать с точки зрения структуры, то это 5 раздел,
как он действовал в благоприятных и неблагоприятных ситуациях. И первое, как он действовал в благоприятных ситуациях. И коренные строфы, это 30-е четверостишие. «Сам учитель повсеместно славил добродетель, совершенную в последние 500 лет ради самого лишь подобия учения. Поэтому я трудился на благо Санхи, практикующих и ученых. И это также я считаю одним из своих благих деяний». И из 33 Иостиш говорит, что здесь ошибка, это не 29-е благое деяние, а 30-е благое деяние. Здесь у нас ошибка, по всей видимости, в тексте. Давайте мы снова посмотрим этот текст. Это 30-е благое деяние. «Сам учитель поместно славил добродетель, совершенную в последние 500 лет ради самого лишь подобия учения. Подобно этому я трудился на благо Санхи и практикующих и ученых, и это также я считаю одним из своих благих деяний». И здесь в комментарии Санге Палдрубова значении говорится: в эти дни, в последний 500-летний период, и когда мы говорим о 500-летнем периоде, здесь говорится о том, сколько учения Будды будет пребывать в нашем мире. И в различных сутрах, а также комментариях приводятся цифры или количество лет, сколько учения Будды будет пребывать в этом мире. И в Винае говорится о том, что учение будет пребывать в этом мире только 1000 лет. В Винае не говорится о том, что учение будет пребывать в этом мире 5000 лет. В тибетских переводах Винае говорится лишь об этом тысячелетнем периоде пребывания учения. Однако же в сутре благородного Майтреи, это сутра, которая присутствует в буддийском каноне Кангюре, и, если не ошибаюсь, она находится только в Лхаса Кангюре, в лхасском издании Кангюры. Она отсутствует в дергесском издании и прочих. По всей видимости, это сутра, которая была переведена великим Сакья-пандитой, а также в комментарии, в великом комментарии Харибхадры, в комментарии к этой сутре говорится о том, что учение будет пребывать 5000 лет. Эти 5000 лет делятся на 4 части. На 4 части или на 4 периода. И первый из этих 4 делится на 3 периода результатов, каждый из которых равен 500 годам. Таким образом, это 1500 лет. Затем идут 3 периода. Следующий раздел делится на 3 периода 3 обучений. И каждый из этих 3 периодов состоит из 500 лет. Таким образом, получается 1500 лет. И к предыдущей 1500 мы прибавляем 1500 лет следующего раздела. Затем третий раздел делится на 3 периода, каждый из 3 корзин. И по 500 лет на каждый из этих периодов, каждый из корзин, получается еще под 1500 лет, и получается 4500 лет. И затем следующий раздел из 500 лет, характеризуемый лишь ношением монашеских одеяний. И это еще это еще 500 лет. Таким образом, получается период в 5000 лет, в течение которых учение будет присутствовать в этом мире. И в Винае говорится о том, что сохранится ли учение Винае или нет, зависит от выполняются ли ритуалы действий Сангхи или нет. И в особенности, насколько усердно выполняются эти ритуалы, связанные с монашеской Сангхой.
И в Уттара Гранхе говорится: «Почтенный, как долго будет существовать истинная дхарма, когда она придет в упадок?» И смысл этого предложения, этой фразы следующий. До каких пор будет присутствовать учение дхарма в этом мире, когда она придет в упадок? И в ответ Будда сказал: упали до тех пор, пока действие выполняется усердно. И если действие выполняется усердно, тогда дхарма пребывает в мире. Когда действие не выполняется и не совершается усердно, тогда истинная дхарма погибнет. И здесь, когда мы говорим о действиях и ритуалах, здесь мы подразумеваем ритуалы и действия Виная, монашеской дисциплины. Главным образом здесь подразумеваются именно они. И в особенности это три основы, это ритуалы трех основ и практика трех основ. И необходимо, чтобы они не только практиковались, но и также монахи проявляли усердие и особое внимание по отношению к выполнению этих ритуалов и действий. Они должны обладать стремлением выполнять эти ритуалы и действия. И если это так, то учение будет пребывать в этом мире. И такие ритуалы, как три основы и так далее, должны выполняться. Даже если они выполняются, если монахи не проявляют должного внимания по отношению к ним, если у них нет большого стремления выполнять эти ритуалы, то учение приходит в упадок. И об этом говорится в Винае. Когда мы говорим о последних 500 годах, последнем разделе пребывания учения, и здесь много различных объяснений относительно того, в каком периоде мы сейчас находимся. С тех пор, как Будда появился в этом мире, прошло более 2500 лет. Мы не можем однозначно утверждать дату, когда Будда появился в этом мире, когда он принял рождение. Однако, хотя даже мы не можем говорить о дате рождения или уходе в нирвану, Будда Шакьямуни, мы можем приблизительно сказать, что с того момента прошло около 2500 лет или 2550 лет. И Будда после того, как ушел в нирвану, с тех пор, наверное, прошло около 2500 лет. И поэтому некоторые из учителей говорят о том, что Будда ушел в нирвану около 2500 лет назад, и поэтому мы еще не находимся в том разделе учения, который называется лишь признак ношения монашеских одеяний. Я не буду говорить об этом подробно, сегодня не буду вдаваться в детали. Однако некоторые учителя утверждают, что мы еще не находимся в этом последнем периоде из 500 лет, когда учение близко к приходу в упадок. Как бы там ни было, даже если этот период не наступил еще, придет время, когда учение придет в упадок, когда оно будет находиться в этом последнем периоде 500 лет. И как мы говорили, в каждой из этих разделов, который состоит из 500 лет, вполне возможно, что в каждом из них под этим последнем периоде времени упадка могут подразумеваться этот последний период из того или иного раздела. Однако, если мы опираемся на этот комментарий, то в этом комментарии говорится о том, что это именно тот последний период из 500 лет, характеризуемый лишь ношением монашеских одеяний. Как бы там ни было, когда присутствует лишь образ учения Будды, лишь его отражение, учение приходит в упадок. И в это время не будет не только самого настоящего учения, но не будет и тех членов Сангхи, кто будет хранить обеты истины. Они будут даже менять свое монашеское одеяние на мирское.
Они будут постоянно ругаться и вступать в конфликты друг с другом. Они будут брать в руки различные мирские инструменты и оружие, и даже не будут читать сутры для поддержания качеств очищения и не совершать посвящение заслуг, а все облачения и атрибуты монашества поменяют на что-то другое. Они не вспомнят о качестве трех драгоценностях даже раз в месяц или в год. И слова «три драгоценности» больше не будут слышны в этой области. И поэтому, когда мы говорим о трех драгоценностях, три драгоценности, если мы слышим сами слова «три драгоценности», это уже великое благо. Но придет время, когда в течение многих дней люди не будут даже слышать эти слова. И Микёдорджи, он изучал многие тексты сутры и тантр и так далее. И в то время, когда учение приходило в упадок, в период жизни Микёдорджи, он всегда помнил о потребностях, а также необходимости сутры, тантры и комментарии к ним, так как сам учитель высоко ценил добродетельные дела, совершенные во время последних 500 лет, когда есть только лишь видимость хармы. Он понимал, что нет большего накопления и очищения, чем сохранение даже этого простого отражения учения. Даже если монахи не могут хорошо хранить монашеские обеты, даже если те, кто занимается практикой Будды, не могут заниматься ими в полной мере, не могут заниматься практикой дхармы правильно, однако остается хотя бы их образ, хотя бы отражение тех, кто занимается хранением монашеских обетов и практикой дхармы. И в этот период упадка Микёдорджи очень ценил добродетельные дела, совершенные этими людьми, когда присутствует лишь видимость учения Будды. И по сравнению с добродетелью человека, чьи омрачения от природы меньше и чьи способности доведены до созревания, проводящего много ионов, практикуя щедрость, заставит злых людей, которые не выносят вхождение в учение Будды, потратить даже мгновение на действие в соответствии с учением, и таким образом пробудить дремлющие корни добродетели на пути к освобождению, высоко восхвалялись Буддой, и Микёдорджи помнил об этом. И поэтому, даже если монахи не могут хранить обеты, но хотя бы хранят внешние признаки монашества, если они, тем не менее, прикладывают усилия хотя бы в этом, то Микёдорджи, думая об этом, думая о таких людях, чтобы восстановить санху, тех, кто читает три корзины, и тех, кто занимается практикой трех высших обучений, а также отказывается от оскорблений трех учений, осуждаемых в корзинах, он учредил санху и щедро обеспечивал их как дхармой, так и материальными вещами. И поэтому Микёдорджи, он пытался восстановить санху так, чтобы она вернулась к тому уровню, который был до упадка учения. И он считал это крайне важным, и поэтому он учреждал монастыри, он учреждал санху, создавал монастыри и щедро обеспечивал монахов в этих монастырях. И сам Микёдорджи опирался на множество учителей, получал от них учения. И более того, ради того, чтобы принести пользу другим живым существам, он сам проповедовал дхарму и занимался этим в течение долгого времени. У него было очень много учеников, и эти ученики, в свою очередь, строили монастыри, устанавливали там монашескую санху, и таким образом совершали много добродетельных деяний на благо учения и живых существ. И сам Микёдорджи поддерживал и обеспечивал некоторые монастыри. Он сам создавал такие монастыри, а также создавал изображение тела, речи и ума.
И во многих биографиях Микио Дорджи говорится об этом, но одним из самых важных текстов в этом отношении является список достижений владыки Микио Дорджи, который был написан самим Микио Дорджи. И его Намгел Чакпа это учитель, который впоследствии стал наставником 9-го Кармапы. И он обратился с просьбой к Микио Дорджи, чтобы он написал такой текст, в котором бы он говорил о том, какие у него были ученики, на каких учителей он опирался, какие монастыри он построил, какие изображения тела, речи и ума были им возведены и так далее. И в этом тексте очень ясно говорится об этом. Также об этом говорится в отрывке о Микио Дорджи в «Пире для ученых», который был написан Паво Цуглак-Тремвой, одним из известных ученых. И в этом тексте «Пире ученых» говорится о том, какие он совершал добродетельные деяния. И в этом тексте «Пир для ученых» говорится следующее. Санхара росла при жизни Микио Дорджи. По всей видимости, было очень много новых монастырей, монастырей, которые не было прежде, которые были построены заново. И если привести примеры, царь Джанга основал Кансар Чоде, а также Дольпанг Чоде, Польпунгумба. Также Лама Йонтемвачук был назначен монастырь Гёне, он построил монастырь Гёне. Также Рутро Равджамба, Сонам Намгял построил монастырь Руен. Также Кава Карпо, Джамбе Гяцо, по всей видимости, был назначен туда. И также в Чангму Нансо, в этом местечке, он, по всей видимости, был чиновником, и он построил монастырь Тонгли Дрикунг. Тонгли в Дрикунге. Я не буду перечислять весь этот длинный список. В то время Микио Дорджи, его ученики, а также его благодетели построили множество монастырей и традиций Кармакагью. В особенности Джангел, царь Джанга, он ежегодно присылал 500 монахов в Цанг, в центральную провинцию Тибета. Каждый год он присылал по 500 монахов, по 500 человек, которые становились монахами в этом монастыре. И также позднее было много монастырей, которые спонсировал сам Микио Дорджи. И это были монастыри, где занимались обучением и практикой Шиджа и Друбджа. И я думаю, что стоит, наверное, привести название этих монастырей из списка достижений Кармапа Микио Дорджи. Сейчас вы видите эту таблицу. И монастыря, о которых я говорил прежде, они были построены его учениками и спонсорами. Сейчас же следующий список, который я привожу здесь, это список монастырей, которые спонсировались и обеспечивались самим Кармапой, которые были построены, а также спонсировались и обеспечивались самим Кармапой. И в этом тексте, который называется «Список достижений», приводится Чак Суруддонг. В этом монастыре была заведена Шеджа, центр для монашеского обучения, в котором учились 150 членов Санхи. Карма Гаце Шунуглинге был построен Шиджа, в которой обучалось 120 членов Санхи. В Топгяле, в Цанге, если не ошибаюсь, это провинция Цанг. Там он создал центр Карма Винаек, традиции Кагю, Шиджу с 150 членами Санхи. Кагю Герми Линги в Гокуре
в Дакпо, а также в Карма здесь не написано, сколько там было членов Санки в этом монастыре, который был построен. В Кармачи Рублинге, в Курапе, в Дакпо была Шиджа Сутры и Тантры, которая изучала как учение Сутры, так и Тантры, и в ней обучалось 300 членов Санки. И в данном случае подразумеваются, видимо, монахи, которые постоянно пребывали там. Затем в Рате Гандель-Линге был построен этот монастырь, в Рате был построен монастырь Гандель-Линг по просьбе ученика Ринчен Ликпы, и была открыта Шиджа с 300 учениками. Затем в Тонгорин-Чинлинге по просьбе Джабджампу Цунджу была создана новая Шиджа. Затем в лагере Кармапы центр медитации на 150 медитирующих. И здесь, видимо, было два монастыря, Ярива и Сурива. Сурива занимались, видимо, главным образом практикой медитации Махамудры. И в нем проживало около 250 монастырей, а в Суриве более 100, около 150 медитирующих. Янгрива и Сурива, если мы посмотрим по времени, я надеюсь, у нас будет время для того, чтобы объяснить об этом позднее. Затем в Конгпо, в Целхаканге, был создан ретритный центр, в котором обучалось 200 членов Санки. Да, затем в местечке Чакцагон был создан ретритный центр, где проживало 100 монахов. В Компо, Нагпуре ретритный центр на 100 членов Санки, включая 40 комнат для годичных затворов. Затем центр практики в Тювури, в котором с великой верой поддерживал Пагмо Джупа, отец, мать и министр. Затем горные ретриты в монастыре Шамар-Римпоче. И здесь мы говорим о основном лагере, а также дочерних монастырях. И были монастырь Шамар-Римпоче, который назывался лагерь Шамар-Римпоче, а также монастырь Гялцаба-Римпоче, который назывался лагерь Гялцаба-Римпоче и так далее. И у этих монастырей, соответственно, были свои ответвления. И также в Ума-Джакаре был построен, основан ретритный центр. И более того, в лагере Кармапа он основал тантрический колледж Кармарик Дзин Качулин и Шокар тантрический колледж со 110 членами Санхи. По всей видимости, там был еще и тантрический колледж. Монахи, которые находились в этом колледже, обучались в нем, изучали главным образом, изучали учение тантры. Также был создан центр для обучения, в котором изучали сутру. И когда мы говорим о лагере Кармапы, по всей видимости, это был перемещающийся лагерь, который перемещался с места на место, и обучавшиеся в нем проживали в тентах или палатках. И последователи Кармапы, находящиеся в этом лагере, изучали сутру и тантру. И затем говорится, что в Конгпо также был еще один центр обучения, в котором обучалось более 100 членов Санхи. Микё Дорджи сам спонсировал строительство строительство многих монастырей, и также многие из его учеников и благодетелей тоже спонсировали строительство многих монастырей. И в этих монастырях
центрах обучения и 마와 디졸라 медитации, 숨겨 в основном 가젤 было 탁바인데 не менее 딘데 100 여러분 членов 되게 Санхи, 되게 а в 되게 некоторых 송샤 300 и более. 메일을 사는 딱 И 계획하는 나 вкратце 다고 가르쳐 в этом 와서 пире ученых 미규도지 뒤에 까마고 говорится, 군진 왜 этот 고마 владыка был 칸제기 подобен 틀레 지도 объединению 바가도 деятельности всех 딘데 воплощений 여러스 Кармапы, которые 나르베 предшествовали ему. 까마감사기 군대 메사 까마감사기 템바시라 마다르사 디졸이네 까마감사기 템바 다르신 게 아니라 И 장롱기 Кармапа 샤래 распространил учение 뭉치티 Кармакаги во 그랑도 многие регионы, где 총율 эта 미기도 그랑 총율 традиция не 뭉치 샤래야 присутствовала 까르덴 중아 прежде. Он строил там 우와 монастыри, 룬덴신도 где 룬덴다 монастырей 춤바 Кагью не было 아니 미기도 прежде. 그랑 Ему было 델레야 предсказано распространять 꾸충부터 учение 댄세네 в 델레야지 감상 때문에 다 Дангоме, 델레 중앙에 в 버렸어 местечке, где он там родился. 다나신 그 짱게 초알이야 И ему 걸룩이 было предсказано 웬디무마 установить 있어 учение в 미기도 Цанге. 중요해 아니 미기도 По 지기 всей видимости, 짬내 в этом 신에 месте 아니 땅마 까마부고 не было 고마도지 그 монастырей 짱게 Карма 초알이 Кагью 때마 달라게 прежде, 수아데 и он 룬덴가 основал 라는 первые 시세세 монастыри Карма 아니 Камцанга в 짱게 Цанге, 초알아 걸룩이 в 고마도지 соответствии 망고 с 중요해다 предсказанием, 다 которые 델레 были даны 롱에 초알이네 предыдущими воплощениями Кармапы. 감상 때마 다야 А 룬겐게 также, 바네시 согласно 미기도 пророчествам, его 고랑 учение 겨루야 появится, что его учение появится на 로겐 초알 юге. 통마를 Он распространил 감상 там 최대 учение, 통마를 основал 묵수사 больше монастырей, 레레시 송샤 э, 드네 인주산에 에는 미기도 чем 지기 вдвое или трое все qab리야 в 지 больше, 가지고 вдвое или 건데 втрое, чем все предыдущие 태야가 Кармапы 달게 вместе взятые. 중요하기 И 가지고 поэтому 가지고 슈세세나라도 니버르부티 까마부 군진베 고마 카시지 все 바 действия, все 동샤와 деяния 델레자 Кармапы 아니베 были настолько 마라베지 велики, 슈체르지 что, по 델레 всей 용이 видимости, они 와레스 превосходили все 아니 나는 деяния 신기베 предыдущих 숨기 воплощений Кармапы 제레샤네 вместе взятия. 제레네야 И что 까마 касается его деяний 꿀실이야 речи, 다 его 깨방나무 собрания 소리냐 сочинений, 끔붐 то, которое 끔귤기 сохранилось в настоящее 가지고 время, 깐 유르죠 좀 예스 제제들 숨도 끔붐 оно 장문도 насчитывает 디베 16, 끈규르 16 제리 томов. 있는다 끈규르 등사 베나 부디 자다 숨 И 가실 자다 сейчас в 수시 왕이 Кангюре 바로 어다 присутствуют 디즈기 장다 이야기 различные 디 издания 끔붐 Кангюра, 망부였어 буддийского канона, 이내야 в 103 쭈라 томах, 청와 108 томах и 휴제베 более 끌래야 110 томов и так далее. 까마 보실이 숨붐 И 쭈루즈 마도 말했어 и говорят, 이내야 что в свое время у 미규도질래야 второго 숨 부디 Кармапа, 숨줄하여 그랬어 Карма Пакши, 디긴 때네 к 거지 тому в 까마 сочинении, 보군야 в собрании его 고마 сочинений 참새가 было больше, 나와네 чем в 숨도 Кангюре. 제바 Однако уже во времена Паво 막시슈에는 Цуглакчимба сохранилось 거지 только 미규도 차기 16 томов. 비해서라스 В 신기 в собрании сочинений 미규도질래야 же 로마 Микёдорджи 셋르 땅에 сохранилось больше 30, то есть его 셋르 сочинений 동시 томов 하는 состоит из более 말말라베 чем 30 무기 томов 카르치베 сочинений. 로마 망부 쉬우여레스 И у него было очень много 나 учеников, 딘데게 и 차례 его собрание 생기네야 сочинений 아니다 содержит все 미규도지 необходимое для 제제 его 요새 учеников. 요새다 나 Таким 딘데게 образом, мы 차례 можем 딱가라 говорить о его 그 제나 великом наследии, 룬자여 великих 슈세 деяний, 나 숭샤 느낌이 사실 в чем он сильно 그래다 отличался от других учителей и 다가는 신경 따뜻하게 от 쉬우네 предыдущих 신기 кармап. 다른 미규도지 제베 러브스야 디 끔범나리 와리 기난수 시비나 Если вы 디나로레 посмотрите 조 в его 미규도지 собрании 고랑 글라마 сочинений, вы 게베싱이 найдете 다르테요 этот 봐 текст 대다게 списка его 군율이야 사장 достижений, 건드나요 봐 вы 나는 увидите, 라마 каким 대다게 образом 파베 숭럽 디줄래야 он 체주 좀 совершал 그저 바베 добродетельные 장여 봐 действия по накоплению заслуг и 근데 체주 очищению 좀 숭낭와 때라테 로마 недобродетелей, 가지 중요해 봐 сколько 아니 он 로마 преподавал 소소소소기 учения, 티무기 какие сочинения 티무기 인비 написал 웬덴 и 가르가르야 так далее, и сколько у него было 나는 신 구조 учеников, 숨기 и 때 какими 원사르진 건데 особыми 중요해 봐 뒤지고 качествами 다 обладали его 상으로 ученики. 크레샤 다 딘데기 Все это описано в этом 송년가 тексте. 첨보를 렌도 상상으로 시들리도 И я думаю, 저도 что это 있긴 очень 소리야 важный 다 текст, который 미규도지 необходимо 금붕 изучать. 제하여 봐 다 이제 Сейчас у 그걸로 нас 충분히냐 есть собрание, 아니 если у 제나 вас 나오요 есть 알았어 возможность изучать собрание сочинений Кармапа, то было бы хорошо, если бы 다 вы прочли 미규도지 этот текст, 대배우기 딱 안다라 감상기 초 список 감상기 достижений Кармапы. 시룩 대드네 망보 쭉 나요 그래서 다 될래야 미카셰야 될래야 구와 땀게 산다는 안 담에 생기는데 어디가 알았어 И несмотря на все это, на все 다르다 эти 와서나 деяния, некоторые люди 소수에게 говорили, 소수 감상기 그 유기베 시룩이 что стремление только к увеличению линии изучения и практики 지부디 이다릅니다. собственной традиции 딱이야 야구 Кармакагио 망했어. 삼종 при основании 가다 монастырей является 삼종실이네 нечистым намерением и 슈루 действием. 리메 저도 리메기 베 시룩 데데서 Они говорили о том, что необходимо 이게 더지 создавать или 감상기 устанавливать 시룩 монастыри, 데데서 다르게 э, 디지비체를 슈겹되게 위해서 또
не сектарной традиции, всех традиций. И здесь Санге Палджуб в своем комментарии говорит, что здесь означает своя традиция. Некоторые говорили о том, что он заботился только о своей традиции. Что же здесь значит своя традиция? Микёдорджи беспристрастно считал всех живых существ своими матерями. И вместо того, чтобы думать только о своем собственном благе и своей собственной стороне, он заботился о благе всех живых существ, чье количество равно пространству. Обычные живые существа воспринимают других как своих друзей или как своих врагов. Микёдорджи же рассматривал всех только лишь как своих друзей. Он рассматривал всех живых существ как своих матерей. И в настоящее время некоторые говорят о том, что в нынешнем учении Будды присутствует предвзятое отношение к представителям других течений буддизма. И поэтому вместо того, чтобы только думать о своем собственной стороне, он увидел, что это упадочное время, когда плохая карма сильна, люди негодуют на буддизм, и даже само слово Будда исчезает. Он отринул такие крайне недобродетельные поступки, как можно лучше поддерживал и настоящее учение, или, по крайней мере, их образ. И если ошибкой станет поддержка своей стороны и блокирование других из-за привязанности и отвращения, тогда вся деятельность Будди-Бодхисаттв будет ошибочной. И поэтому Микёдорджи воспринимал все учение Будды как нечто единое, не деля на своих и других. Если же следовать тому, что говорили его оппоненты, то тогда все такого рода действия станут ошибкой, и поддержка своей стороны также станет ошибкой. Поддерживание учения Будды станет ошибкой, и тогда вся деятельность Будди-Бодхисаттв будет ошибочной. И обычные люди делят все на свою и чужую сторону. И им может показаться, что Кармапа старался поддерживать лишь свою собственную историю, свою сторону. Но на самом деле это было не так, потому что какое бы течение учения Будды мы не поддерживали, мы поддерживаем учение Будды. Иначе получится, что мы признаем какое-то течение как учение Будды, а какое-то не признаем как учение Будды. Из-за этого у нас будет развиваться предвзятость, привязанность и неприятие той или иной школы Будды, учения Будды. И завтра, если у нас будет в следующий раз, если у нас будет время, я думаю, хорошо было бы рассказать о том, каким образом Кармапа Микёдорджи распространял учение в Уцанге, в Каме и в других регионах Тибета. Он построил огромное количество монастырей. Однако в нынешнее время те монастыри, которые были построены Кармапой Микёдорджи, их невозможно увидеть. Не слышно об этих монастырях. Что с ними сталось? Если возникнет такой вопрос, если мы посмотрим на старые исторические труды, мы узнаем о том, что было очень много изменений в Тибете. И поэтому многие из монастырей, которые были построены Кармапой, пришли в упадок. И поэтому практически не осталось монастырей, которые были построены самим Кармапой Микёдорджи. И даже те, которые сохранились, они перешли к другим.
И я думаю, что на следующей нашей встрече я хотел бы рассказать о некоторых монастырях, которые были построены в Микёдорже, и в каком состоянии они находились прежде, а затем в каком состоянии они пребывают сейчас. И я хотел, чтобы наш кругозор несколько расширился, и мы будем говорить о тех монастырях, которые были построены, Кармапа Микёдорже, в каком состоянии они находятся сейчас. И я думаю, что это принесет пользу для слушателей. Они узнают новые, они узнают новую для себя информацию о деяниях Кармапы Микёдорже. Давайте сейчас сделаем перерыв на 30 минут, а затем продолжим произнесение молитв.